Наши юристы, когда сядут, разберемся с термином «отчуждаем». «Отчуждаем» термин означает передать кому-то в собственность. Так вопрос не стоит по акватории и по земле. Нет, так вопрос не стоит. Земля передается в аренду. Пользование акваторией. Акватория остается нашей собственностью. Это мы никому не отдаем и не отчуждаем. Речь идет о том, что здания, сооружения, которые там стоят или могут быть возведены с разрешения абхазских властей. Вот вы говорили о том, что там они как попало могут построить. У нас есть определенный порядок. К нам они обращаются. Есть процедура по согласованию. У нас тоже есть свои строительные нормы и правила. Это мы будем им разрешать строить или не строить, где строить и какие должны быть здания и сооружения. У нас такие правила существуют. Они не отменены. И то, что будет построено здание и сооружение, становится собственностью российского государства, не частного лица, российского государства. Этот договор работает 49 лет. Действующее соглашение сроков не имеет. И по действующему соглашению то, что там сегодня существует, по действующему соглашению может быть передано в аренду частично или полностью, как раз таки это могут использовать третьи лица. Главное управление охраны Российской Федерации использует государственные объекты для отдыха высших должностных лиц Российской Федерации. Далее, в целях снижения расходов по содержанию государственных объектов, Главное управление охраны Российской Федерации по согласованию с Кабинетом министров Республики Абхазия имеет право самостоятельно предоставлять их в аренду организациям, юридическим и физическим лицам, как в целом, так и частично. Это ты знаешь откуда? Это из старого договора 1995 года, статья 4. Там как раз-таки прописано, что они могут отдавать в аренду и так далее. Я так понимаю, что ты документ очень основательно изучил. Но я предложил, юристы пусть... статья у Баракун. Это 1995 год, статья 4. Как раз-таки там им дали такое право. Сдавать в аренду частично или полностью. По действующему соглашению, пока еще действующему, это новое соглашение не ратифицировано, такое право есть. А по тому соглашению, которое подписано и не ратифицировано, здесь четко прописано следующее, что, и ты об этом должен знать, потому что ты читал документ, статья 6 соглашения, которое подписано в 1922 году, гласит следующее. Российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха. Далее, внимание, российская сторона обязуется использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, исключительно, подчеркиваю это слово, исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. То есть исключается передача третьим лицам, передача в аренду и так далее. Это соглашение 1922 года. А в 1995 году, я вам зачитал, такое право российская сторона имела. Мы готовы завтра, послезавтра, только не будем откладывать долгий ящик, посадить несколько юристов, приглашите ваших юристов, пусть сядут и пройдутся по соглашению. Устраивает такой вариант?